свой доклад руководитель управления Федеральной службы судебных приставов и главный судебный пристав Ингушетии Зелимхан Костоев, как и принято при подведении итогов ведомства, начал с оглашения показателей по всем направлениям. Управление вместе со структурными ее подразделениями сформировало мощный кулак в деле организации принудительного исполнения судебных актов судов общей юрисдикции, арбитражных, а также актов других органов, предусмотренных законодательством России. В пределах компетенции Федеральная служба судебных приставов обеспечивает установленный порядок деятельности судов, осуществляет исполнительное производство по принудительному исполнению судебных актов, применяет меры на основании соответствующего документа, также проводит оценку и учет арестованного и изъятого имущества, организует хранение и реализацию изъятого, кроме того, проводит розыск должника или организации. В 2023 году на исполнении в структурных подразделениях управления Федеральной службы судебных приставов по Республике Ингушетия находилось 389 262 исполнителя производства. На сумму взыскания 20 миллиардов 468 миллионов 314 рублей, что на 1% меньше, чем за 2022 год. Окончено и прекращено 215 999 исполнителей производства на сумму взыскания 9 миллиардов 419 миллионов 268 тысяч рублей, что составило 55,4% от общего количества производств, находящихся на исполнении, и 46% от общей суммы, подлежащей взысканию по всем исполнительным производствам. По сравнению с аналогичным периодом прошлого и позапрошлого годов, Ингушское управление старательно реализует все возможности, предусмотренные законодательством. Это отметил и главный федеральный инспектор аппарата полномочного представителя президента России в СКФО по Ингушетии Виталий Смирнов. Вместе с тем предложил направить имеющиеся силы в укомплектовании вооруженных сил страны. Далее уже помощник главы республики Игорь Антонов зачитал приветственный адрес от руководителя субъекта и призвал обратить внимание управления в сфере взыскания административных штрафов, прежде всего в области обеспечения безопасности дорожного движения. У нас в текущем году, в прошлом году произошел рост тяжести последствий ДТП. У нас на 21% возрос количество погибших в ДТП. И это серьезно подорвало показатели республики в достижении целевых показателей у нас проект «Безопасные и качественные дороги». Здесь взыскаемость административных штрафов серьезно влияет на поведение участников дорожного движения. Неотвратимость наказания никто не отменял, поэтому просьба обратить особое внимание на данный вид вашей деятельности. И в заключение хотел бы отметить, что действительно за последние годы эффективность деятельности подразделения возросла, многие показатели пошли вверх. Мы это видим, мы это ценим. Еще раз благодарю вас от имени главы республики Махмуда Алиевича Шариповича Калиматова. Обеспечение безопасности дорожного движения – одно из приоритетных задач в деятельности управления, отметил Зелимхан Костоев. Так, с января прошлого года проводятся еженедельные рейды вместе с сотрудниками ГИБДД. Выявляем нарушителей. Один из ярких примеров. У нас есть нарушитель, который, у нас совершил более 1000 штрафов. Он входит в пятерку лидеров по стране. Автомобиль Toyota Camry был задержан. Здесь же состоялось награждение структурных подразделений управления Федеральной службы по Республике Ингушетия, а также отделений, победившие и занявшие призовые места в смотре-конкурсе. Название «Лучшее подразделение УФССП по Ингушетии». Признать победителем смотра конкурса название «Лучшее структурное подразделение Управления Федеральной службы судебных приставов по Республике Ингушетия Назрановское городское отделение судебных приставов. Это, конечно, очень приятно, что руководство наше отметило результаты, потому что это вклад каждого сотрудника под чутким руководством аппарата управления. Да, конечно, было нелегко, потому что исполнять 100 тысяч производств в год – это огромная нагрузка для исполнителей. Говоря о приоритетных задачах, поставленных центральным аппаратом на текущий год, в управлении отметили особые категории исполнительных производств. Это у нас взыскание, пополнение денежных средств в бюджет,
абсолютно в связи с социальной неустойчивостью на сегодняшний день в обязательном порядке. Еще одна категория – это защита прав и интересов законных детей. Это категория взыскания алиментных платежей в пользу наших маленьких взыскателей. В том числе это взыскание штрафов административных. В этом году было отмечено, что увеличилось поступление исполнительных документов, постановлений должностных лиц о взыскании административных штрафов на 60% в сравнении с аналогичным периодом прошлого года. И далее, категории исполнительных документов в большом количестве поступающих в органы принудительного исполнения. Это и ущерб от преступления, взыскания, иные в пользу третьих лиц, госпошлины, сборы и многое другое. Адам Мережков, Сулейман Костоев, Магаз 24.